Учащиеся спортивной школы «Юность» Инты теперь могут проводить тренировки с меньшим риском получить травму. В рамках субсидий на укрепление материально-технической базы по направлению «Спорт. Норма жизни» для секции борьбы удалось приобрести протекторы для стен. Подробнее Анастасия Тюрнина. В спортивной школе «Юность» вольной борьбой занимаются 50 юных интинцев. Количество воспитанников секции выросло после того, как руководство округа решило перевести ее из здания комплекса шахты в бывшую школу номер 1. И вот теперь здесь созданы все условия, чтобы ребята могли тренироваться и заниматься любимым видом спорта, и при этом абсолютно безопасно. В прошлом году здесь уложили новый борцовский ковер, а сейчас установили и протекторы для стен. Закрывают батареи, чтобы не было травм в зале. То есть, когда схватки идут, борются, дети бывают, улетают от бросков в стены, вот они смягчают, чтобы не было травм. Конструкция спортивного зала не позволяет расположить борцовский ковер дальше от стен. А потому еще недавно был риск получить травму. Теперь же стеновые протекторы защищают ребят. Купить их удалось на субсидию в рамках проекта «Спорт. Норма жизни». 16 панелей обошлись в 100 тысяч рублей. Местные власти уверяют, обустройство спортивного зала будет продолжено и дальше. Популярность, смотрю, все выше и выше, детей все больше, участвуют в соревнованиях. В прошлом году мы купили сам ковер новый, и сейчас в этом году купили маты, которые необходимы, чтобы доработать зал. Сейчас обсудили вопрос проведения республиканского турнира. Республиканский турнир пройдет уже на этой неделе с 14 по 16 октября. И в Инте ждут много гостей. Ожидается, что в город приедут спортсмены со всех городов и районов нашей республики. Скорее всего, будут представлены и борцы из Чебоксар и Санкт-Петербурга. Интинцы вполне способны составить конкуренцию всем своим соперникам. В сезон вошли хорошо. Сезон мы начали хорошо. Мы уже, в принципе, в сезон вошли. Июль месяц мы провели на сборах в Кабардинке, на Черном море. То есть там основной состав весь тренировался по 3 тренировки в день. Сразу же после моря мы зашли в зал. Август месяц мы тоже провели по 2 тренировки. Поэтому в сезон мы готовы. Ну а пока усиленные тренировки. В секции вольной борьбы сейчас 2 наставника – Владимир Каплунов и Сергей Худи. Они ведут 4 группы. Воспитывают победителей соревнований различных уровней, мастеров спорта и настоящих борцов. Анастасия Тюрнина, Наталья Думих, Данила Макаров, телеканал Юрган, Инта.